Официальные партнеры – ресторан «Республика», клиника эстетической медицины, кафе-кемпинг М5, парк-отель «Тихий берег». Главный приз – свадебное путешествие от компании «Эдем Турс». Новый день и новые испытания для наших ребят. О, да. Как думаешь, кто сегодня победит? Ну, я думаю, Ромке уже нужно собраться, всю свою волю в кулак собрать и сделать таки нужное дело. И не говори, но об этом мы узнаем совсем скоро, потому что ребята уже приехали и ждут нас. Да, и Пойдем. испытания не из легких. Пошли. Мы находимся в стрелковом клубе «Спортинг Уфа». Ну и вы уже наверняка догадались по звукам, по всей этой обстановке, чем мы сегодня будем заниматься. Да. Именно вы, девчонки, и будете сегодня стрелять. Да, парни будут отдыхать. Ну, я просто люблю пошутить, что же нет. Погодка, конечно, сегодня не очень, но я надеюсь, это нам не помешает. Сейчас правила этого конкурса вам объяснят инструкторы. Ну а мы пойдем... За вас болеть. За вас болеть. Давай, Ром, уже не подкачай в этот раз, ладно? Хватит меня. Что? Ладно, все, ребят, отправляйтесь к инструкторам, да, мы за вас болеем. Спасибо. Здравствуйте, участники. Меня зовут Виталий, это мой сын Сергей. Сегодня мы будем вашими инструкторами. Сейчас вы будете производить серию выстрелов, которая выяснит, кто из вас будет победителем в сегодняшнем конкурсе. Первый момент. 5 стрелковых номеров, вы можете их здесь видеть. Все выстрелы будут производиться строго на этих номерах. Вне этих номеров стрельба не производится. Инструкторы подробно объяснили ребятам все правила, и прежде чем начать конкурс, у Леши и Ромы было по 5 пробных выстрелов. Сегодня мы будем стрелять из ружей ИЖ-27, или как сейчас их переименовали, МР-27, такой самый распространенный бюджетный вариант в России, в странах СНГ. И вот особенность в том, что это вертикальное двуствольное ружье, 2 спусковых крючка. То есть, чтобы сделать 2 выстрела, нужно по очереди нажать по одному спусковому крючку. Первый номер начинаем. Мишень С. Заряжаем 1 патрон. Смотри, первый выстрел у Леши. Давай! Мой Леша лучше всех! Аж в сердце попало. Давай, Ромка, я за тебя! Спасибо, моя! Диан, ну-ка, сделай его там, а? Ну что, ну надо, пацаны уже, ну... Да они в голосовании выиграют, а мы здесь, понимаешь? Оп! Давай! Оп! Уф, блин, они прям одинаковые. Я за всех болею. Мне все равно, кто победит из ребят. Последний конкурс, надо постараться. Лех, давай, давай, Леха. Готов! Вот это сложно сверху. Дуплетный промах. Следующий. Ровно, да, мы идем сейчас? Давай, Ромашка, я за тебя. Оп! Давай, Ром, поди. Первый промах. Давай, зайчка. Давай. Оп. Промах. Зайчка, не торопись. Ромка. Оп. Закончить стрельбу. Участников прошу ко мне подойти. Смеюсь тебе в лицо. Ответственный момент. Итак, Алексей, 7 мишеней. Похлопаем, похлопаем. А теперь Роман, тут самое интересное. 7 мишеней. Я говорила! По одному выстрелу они будут делать, или как? Сейчас мы проведем перестрелку. 2 участника будут стрелять в 5 мишеней. Соответственно, будут стрелять по очереди. И по итогу 5 мишеней, кто меньше наберет очков, тот и проиграет. Орел? Орел. Орел, решка. Отбрасываем. Решка.
Вы выбираете, кто первый начинает. Пусть первый начинает. Хорошо. Прошу к номеру. Давай, удачи. Брат. Дай! Попадание? Промах. Следующий участник. Передержал. Не могу справиться, все нет. Первый промах. Я, если честно, уже немножко побавилась, потому что Ромка реально что-то нам завоевал. Дуплетный промах. Ну погоди, еще же есть, да, вариант того, что отыграется? Ну, раз игра продолжается, то да. Первый промах. Не сдавайся, Ром. Давай, Ром, давай. Дуплетный промах. И я поздравляю Алексея с победой. И мы поздравляем Алексея с победой. Ладно, все, давайте, не расстраивайся. Выбываем из программы. Нет у нас эмоциональных сил. Я поехал в больничку, подлечу нервы. Ладно, давай, не в больничку, мы придумаем, как тебе подлечить нервы. Ну а с вами мы увидимся уже буквально через несколько минут. Да, страсти кипят на нашем проекте, эмоции накаляются. У нас же все по-настоящему, Ванечка. Без эмоций никак. Тем более свадьбы совсем скоро. Хорошо, хоть платье Дианы уже готово, минус одна головная боль. И она уже приехала в ателье к Элен Габитовой на примерку. Готовы? Да. Ну что, пожалуйста, проходите в примерочную, примерим платье с вами. Такая сверкающая. Давай сразу добавим кейп. Сейчас уже абсолютно другой вид у тебя будет внешний. Нравится? Да. Добавим элементы кружева. Сияющая. Такая сказочная принцесса получаешься. Также хотела бы тебе предложить такую услугу, что я тебе платье привезу на утро и помогу тебе его надеть. Все, как я и хотела. У меня даже нет слов. Спасибо тебе за доверие. А ты знала, кстати, Лена, что Рома ходил в детстве в художественную школу? Нет, не знала. Так вот, он решил подарить Камиле на свадьбу картину, нарисовать ее собственными руками. Здравствуйте, меня зовут Аниса, и мы очень рады вам помочь в студии, творчески вам реализоваться, и хочу услышать ваши пожелания. У меня есть кое-какие зарисовки в голове, то есть я примерно представлял, женушка будет солнышком, я буду в качестве облака, потому что солнце без неба, да, без облака, оно не может быть. Я думаю, что я смогу вам помочь. Давайте мы уже начнем рисовать. А пока Рома рисует, Камила поехала в клинику эстетической медицины на одну очень популярную процедуру, от которой я бы тоже не отказалась.
Ну что, добрый день. Мы сегодня для вас приготовили подарок. Вы, Камил, пойдете на процедуру Hydrofacial. Это как раз процедура для будущих невест, потому что это подготовит вашу кожу к макияжу, вы отдохнете, тоже расслабитесь. Ну, процедура замечательная просто. Идемте? Любая невеста в день свадьбы хочет выглядеть великолепно, и поход к косметологу стал неотъемлемой частью в подготовке к этому мероприятию. Благо сейчас есть процедуры, которые помогут в кратчайшие сроки привести кожу в порядок перед важным событием в вашей жизни. Hydrofacial – это совершенно новый запатентованный метод обновления и глубокого очищения кожи. Данная процедура – это новые возможности в эстетической медицине и косметологии. Аппарат позволяет выполнить в одну процедуру и чистку лица, и пилинг, и уход за проблемной кожей, может заменить массаж лица, безинъекционную мезотерапию и шлифовку кожи. Даже после одной процедуры кожа чистая, гладкая, увлажненная, сияющая и подтянутая. Эту процедуру очень любят пациентки клиник эстетической медицины, и пациенты, кстати, тоже, потому что получают мгновенный результат сразу же после процедуры. Даже не хочется будить. Камил, как дела? Все хорошо. Все хорошо? Отлично. Как ощущения? Приятно. Ну, хорошо. Все подтягивает. Я очень рада, что у вас все хорошо. Ну, не буду вам мешать. Хорошо. Всего доброго. Большое. И уже по сложившейся традиции мы ходим в гости к нашим парам. Лена ходила к моей, а я теперь пришел к Роме и Камиле. Пойдем, пацаны. Что сейчас будет? У них 2 кота. Для меня, для аллергика, это прям подарок небес. Друзья, здравствуйте. Я обошел всех ваших соседей сейчас. Если к вам будут приходить, они Нет, ты что, серьезно? Не ожидали меня увидеть? Мы тебя всегда Привет. ждем, Вань. Ну да? Ну это хорошо, это отлично. Единственное, мне сказали, что у вас 2 кошки, да, есть? Ты не взял таблетки? Она смотрит на меня, как неприятная соседка моя. Вы видели, нет? Мы ее помыли вчера. Это Николенька моя, Николайчик. Дик, это Николенька или Николайчик? Нет, Вы что тут это- вытворяете с бедным кошаком? Это Николь, но прозвище у него Николай. Так, ну давайте пройдемся. Большие хоромы, конечно. Да, конечно. То есть вы квартиру пока что снимаете, да? Нет, это родители. Так, ну а где? родители подарили. Слушайте, ну а где? В квартире обычно идешь. Вот я помню, в прошлом сезоне мы шли. Какой-то портрет у нас уже складывался, а у вас все так очень консервативно. Игровая приставка, понятно, кто здесь игроман. Я не игроман. Просто мне Ты всегда что? хотелось в детстве. Я реально мечтал просто. Так, понятно. Ну ладно, какая любимая игрушка? НХЛ 2018. Я не играю. Так, ладно, давайте пойдемте еще посмотрим, что у вас есть. Медали я вижу здесь. Не, это просто остатки, это самые ранние там в детстве какие-то тайквондо, там все дела. Просто они давно так висят. И... А ты же в Инстаграме Роман Ван Дам. Дам, да. Ты на него похож, кстати. Ну, они Часто просто говорят, так. да? Ну, вообще, даже не от этого пошло, если честно. А почему? Ну, ногами я хорошо работал, и просто вообще на улице с ребятами постоянно прикалывались как-то там. Ха, там с ним. Сейчас удобно. И Ван Дам. А сейчас я тоже Камил, да. Я стал комнатным бойцом. Пойдемте. Что у вас еще можно посмотреть? А вот ровным счетом и ничего, да? Да.
Нет, ты... Ну, у вас, правда, у вас все очень консервативно как-то, вот практически ничего нет. Мы любим готовить, кушать. Я очень люблю гриль, я обожаю духовой шкаф. Это мои лучшие друзья. Я включаю колоночку и начинаю тихонечко работать с месяцом. Домашние фотоальбомы, и они есть у всех. Поищем. А вот смотрите, у меня всякие штуки есть крутые. Как это правильно называется? Шлем, не знаю, маска. Спортсмен. А как это называется? Так а ты часто ходишь, нет, вот на всякие вот такие штуки? Да я же любитель, мне просто нравится. Я с ребятами нет собираюсь, просто поспринговаться, просто повозиться маленечко для тонуса. Давайте, друзья, ищем фотоальбомы. Нет, они вон там, Камилочка. Нет. Вот все, я нашел. Вот это. Ну, я не понимаю, кто где. Это... Рома, это ты? Да, только это не самые лучшие фотографии мои, конечно. Это самые лучшие фотографии. Есть совсем, где Рома, совсем. Да нет, давайте не будем этот момент Да раскрывать, пожалуйста. будем этот момент раскрывать. Кстати, я такой больной рыбак, вы даже не представляете, Seriously? насколько я болен рыбалкой. Ну давай, твой самый главный трофей. Сколько ты поймал? У меня судак, наверное, за 4,5 килограмма. Идем, я богатство свое покажу. А вот Ромку пригласили покушать. Я очень люблю просто доставать, потрогать, посмотреть. Ну, я прям кайфую, короче. Вот так вот возьму мультик свой. Девочка моя, покручу такой. Понимаешь? А ты хоть раз-то на речку ездил, нет, со своей вот этой? Я Или больше ты только дома сидишь, да теоретический крутишь? рыбак, да. Я, короче, в интернете читаю очень много, покупаю Каков молодец. и не рыбачу. Пришло время узнать, какая Камила хозяйка за стол. Ну, Камила, давай. Мини-презентация хозяйки дома. Мимоза, салат вкусный, нежный, прям как... Между прочим, в детстве это был мой самый любимый салат, потому что мама моя его готовила божественно. А сейчас я с мамой не живу, поэтому... Поэтому будешь к нам приходить. Да, поэтому вкус у сейчас нас. такая, знаешь, дегустация от знатока мимозы. Плов татарский. Так. Почти Пирог. узбекский, но татарский. Осетинский. Сама делала? Почти. Вот в это я могу поверить. Нет, пирог, я врать не буду, пирог мы купили. Ну что, приступим к дегустации. Это моя самая любимая часть, чтобы что-то скрывать. И мы как бы всегда гостей стараемся накормить. Это вот, у меня вот такой дом. Это вкусно. Я старалась. Это как у мамы. Плюсики зарабатываю. Топ-3 ваших причин для раздора. Рома ругается, когда я шампунь не закрываю. Меня бесит, просто страшно бесит, когда... Серьезно, такая мелочь. Меня вообще бесит это. Я не могу, я хочу прям разбудить и сказать, почему ты не закрыла шампунь? А мне бесит, когда Ром поест и посуду с собой не моет. Вот это сразу. серьезочка, между прочим. И свет тот не выключает, когда уходит еще из дома Рома любит постоянно. прийти и лечь на кровать в одежде, которую с улицы. Я вот этого тоже терпеть не могу. Да это похуже, Раскритиковали, да? чем твой открытый шампунь. Как так? Надо же в домашнем всегда переодеваться. Ну давай, ты 2 назвала, еще 3. Коты. У нас проблемы с котами. Коты-то Ромина линяют, а полы-то я мою. Ага. Да, меня достают. Подстриги их, сделай, помой что-нибудь. Вообще, может быть, отдашь там. Нет, а я полностью на стороне Камилы. Ром, ну повезло тебе с женой. Умница, красавица. Да, готовит первоклассно. Просто отдельное спасибо тебе за мимозу. Я Потому тебя что ВКонтакте положу. договорились, я вообще сопротивляться не буду. Ребят, спасибо вам большое за гостеприимство. Тебе спасибо. Да, но нам пора с ребятами, со всей нашей съемочной бригадой, которая сейчас стоит здесь в квартире, бежать. Приходите к нам в гости. Будет весело. Все, пока-пока. Ну а с вами встретимся буквально через несколько минут. Малик Шамсудинов, профессиональный хореограф, неоднократный призер и победитель международных соревнований, судья спортивных бальных танцев. Во всем ищет совершенство, преподает более 18 лет. Добрый день, мое имя Малик. Алексей. Я ваш хореограф, я вам буду ставить свадебный танец. А если мы до этого не танцевали, вы нам сможете? Ничего страшного, я вас научу.
спокойно, не торопимся. И все время на 4-й счет мы оставляем взгляд друг на друга, так нежно. Танец — это, в принципе, картинка. То есть в конце, если мы оставим картинку, то и запомнится зрителю. Ты ее круглым делаешь, ты не видишь, что ли? Да вижу я! Наблюдая за ребятами уже месяц, мы заметили, что эмоции накаляются с каждым днем все больше и больше. Все нормально. Ведь подготовка к свадьбе – это всегда стресс и первое серьезное испытание для пары. Но она пишет то, что я отказываюсь, то, что все, мы не можем. Здесь еще добавляется напряжение от участия в проекте. Находиться под прицелами камер не так-то и просто. Зайчка, не торопись. Именно поэтому нам пришлось ввести в проект психолога. Эльвира Зинина – профессиональный психолог, кандидат психологических наук, сертифицированный гештальт-терапевт, специализируется в области индивидуальной и семейной психологии. Опыт работы более 12 лет. Меня зовут Диана. Алексей. Диана, Алексей. Очень приятно. Меня зовут Эльвира. У меня синдром невесты. Я замечаю, что вы волнуетесь. У меня вопросы, как довести, может быть, свою вторую половинку до своих мыслей, что очень часто вот это столкновение эмоций и логики, она очень мешает. Потом как бы все это успокаивается, вот, и она быстро отходит, а я потом ухожу, знаете, на полночи, там, может быть, там в мысли. То есть она уже остыла, а вы, наоборот, у вас какие-то свои похожие чувства поднимаются, да? Ну да. Ага. А что для вас означает это столкновение? Что вы в этом видите, да? Ну, как будто в забор гвоздь забивает. Вот. Это такое мне означает. Моя душа такая от забора, а гвоздь какой-то залетает туда и трещину делает. Здравствуйте. Представьте, как вас зовут? Меня Рома зовут. Камила. Камила. Очень приятно, меня зовут Эльвира. Самый такой у нас вопрос, так как мы два вспыльчивых, эмоциональных, молодых, горячих. Сразу. Как нам справляться с эмоциями, как-то сдерживаться? То есть у вас есть ощущение, что много эмоций, да, получается? Ну, как бы кто-то просто с ними иногда не сдерживается. Я врать не буду, я вообще не умею контролировать себя, эмоции. Ну, допустим, если какие-то там у нас ссоры происходят, то есть он может меня успокоить, а я не могу. То есть к нему бесполезно как-то подходить. Да, я ей пытаюсь донести это, она не понимает. То есть я ей говорю, отойди, пожалуйста, вот по-хорошему. То есть вам нужно какое-то время, да, побыть одному и успокоиться? Я успокоюсь, а если меня трогать, это будет еще хуже, получается. Но любые эмоции, они тоже с пустого места не появляются. Они появляются в результате каких-нибудь вещей. Я всегда говорю то, что мне не нравится. Я говорю сразу же. И считаю то, что в паре нужно всегда разговаривать. И Алексей с этим не очень согласен, потому что... Нет, почему не согласен? Потому что он говорит, я не хочу тебе сразу там говорить одно, не так другое. Просто я, допустим, на те же самые моменты, на которые она обращает внимание, как бы я их, допустим, увижу и думаю, ну, как бы, ну, ладно, я могу с ними смириться. Как бы я думаю, ну, окей, допустим, я не держу на нее зла, я не считаю это проблемой. Смотрите, здесь возникает очень важный момент, который чаще всего происходит в паре, это вопрос границ. Алексей, вы сейчас говорите, когда моя граница смещается, я могу подвинуться на какое-то время и могу вернуться обратно. А у Дианы по-другому, она говорит, нет, я не готова свою границу двигать, я в этом месте, мне хочется остаться на этой точке. Руку сломаешь. Волнуетесь? Нет, да просто я за кольцо схватился, снимая его без пары. А получаете ли вы его поддержку в этот момент, когда вы в эмоциях находитесь, в своих переживаниях? Ну, получаю, иногда он просто психует. И не получаю потом. Ну, в последнее время ты просто капризничаешь беспочвенно, поэтому так получается. Ну, смотрите, да, давайте попробуем не интерпретировать друг дружку, да, а услышать, да, вот такой момент очень важный, да. Если мы не слышим, то тогда нет возможности с этим что-то сделать. Я заметила, как Камил, да, у вас.
Слезы? Угу. Что вы чувствуете? Ну, говори, знаете, как раз уж на то пошло. Не знаю, Обида. Вам обидно? Ну, мне кажется, мы просто недостаточно понимания. В последнее время просто у нас стабильное. Я, например, работаю на 2 работах. У меня сложная одна работа. То есть вы там эмоционально устаете? Всякое, да, бывает. Еще и параллельная работа, как бы официально основная, тоже достаточно серьезно. А когда я спрашиваю, что случилось, ничего, я отойду, а потом мне приходят претензии. Суть в том, что вот мы проиграли конкурс. Я очень сильно расстроился. Я не ожидал, что я так расстроюсь, потому что, всякое бывало в жизни. Мне температура даже поднялась, мне так плохо было, что я, часа 4 проспал просто. Голова болит, температура небольшая. Пришла Камила, я говорю, слушай, мне плохо, говорю, очень. Я говорю, мне надо какой-нибудь, серьезнее что-то. Она мне нашла аспирин, таблеточку, положила и все. То есть, когда человек абсолютно эгоист, я, вот эту тему начинаю разгонять, как. Камил, не уходите, пожалуйста. Не уходите, Камил. Нет. Эльвире удалось успокоить Камилу и продолжить разговор с ребятами. Диана и Леша тоже получили консультацию психологом, но уже без камер. А на сегодня у нас все. Время летит незаметно, но дел перед свадьбами еще не в проворот. И для вас, дорогие наши телезрители, тоже дела найдутся. Вы можете проголосовать за любимую пару на официальном сайте нашего телеканала. Ведь именно от вас зависит, кто из молодоженов отправится в путешествие. На вас вся надежда. Пока-пока. Информационные партнеры программы. Журнал «Свадьба на ура». Журнал «Аксаков». Официальные партнеры. Ресторан «Республика», клиника эстетической медицины, кафе-кемпинг М5, парк-отель «Тихий берег». Главный приз – свадебное путешествие от компании «Эдем Турс».